Сегодня ночью я увидел во сне родной Алас. Вернее, не сам Алас, а могучую, раскидистую лиственницу, что росла за летним коровником. Говорят, когда человек стареет, когда все у него позади, а впереди так мало, он оборачивается, возвращается к дням своего детства. А когда совсем заканчивается его путь, возвращается он к родному Аласу. Неужто потому приснился мне этот сон? Значит, жизнь прошла так быстро? Нет, не верю. Мой Алас, где я родился и рос, резвясь на зеленых лугах, ты возник перед глазами, чтобы в трудный час помочь своему сыну. Пусть же твое солнце осветит эту хмурую ночь. Пусть твой чистый, животворный воздух вливается в мою грудь. Пусть звонкие голоса твоих птиц напоминают о новых веснах. Пусть тоска по тебе не дает умолкнуть моему сердцу. И пусть льются на меня золотистые лучи, пробиваясь сквозь мягкую хвою. Весна 1922 года, 19 апреля. В местности Мытах западно-кангаласского улуса в семье крестьян Марии Яковлевны и Петра Яковлевича Даниловых родился второй сын. И нарекли его редким по тем временам именем. Оказывается, в 1922 году еще действовали православные храмы и священнослужители. Когда родился сын, отец повез его крестить в церковь Хангаласского улуса, и младенцу дали имя Сафрон. Старшего сына Даниловых в церкви окрестили Семеном, что означает «услышанный Богом». А Сафрон получил имя в честь святого Сафрония, целомудренного и здравомыслящего. Сохранилась интересная история, связанная с этим именем. Видимо, родители, любя, назвали сына по-своему. И в один прекрасный день они поняли, что забыли, как поп при крещении велел называть его. Тогда они отправили в церковь родственника, который знал несколько русских букв, чтобы тот записал на бумаге. Таким образом, родители восстановили имя сына. Братья родились в знаковое время. Семен в 1917 году, а Сафрон в год образования Якутской автономной республики. Кто мог тогда предположить, что два брата из одной семьи станут народным поэтом и писателем Якутии, а затем возглавят союз писателей, громко заявив о себе на всесоюзной арене? А все начиналось с одного многозначительного эпизода. Он рассказывал, что помнит, как стоял в школе за печкой камелек и плакал. Тогда учитель сжалился над Сафроном и посадил за стол рядом с братом. Так и началась его ученическая пора. Я помню, что они много читали и даже книги на русском языке. Действительно, Сафрон стал обучаться грамоте с 6-летнего возраста. Первым учителем был Василий Егорович Шестаков, который привил любовь к творчеству. И братья с ранних лет стали сочинять стихи. А тяга к знаниям была так велика, словно силы небесные открывали им путь для чего-то очень важного. По мнению исследователей, в роду Семена и Сафрона Даниловых были шаманы. Братья росли и развивались в новое время, поэтому дар предков обернулся им другим талантом – писательским. А родители тоже оказались прогрессивными людьми и понимали, что детям во что бы то ни стало нужно получить образование. Они всегда во всем поддерживали своих сыновей, особенно когда дело касалось учебы. Сафрон Петрович в своих воспоминаниях потом напишет: «В молодости мы проглатывали все, что писалось на якутском языке. Первые встречи с русской культурой воспринимались как необыкновенное чудо. Точно завороженный вслушивался в музыку Чайковского. Часами рассматривал пейзажи Куинджи.
таинственной загадкой воспринимался русский язык. Росла влюбленность в русское слово, ведь она давала возможность прикоснуться к поэзии Пушкина. Софрон вслед за братом в 1937 году поехал в Якутск, чтобы продолжить образование. А родители, долго не думая, решили переехать в Якутск, чтобы быть рядом с сыновьями. По мягкой стежке, по зеленой тропинке совсем юным пересек я родной Алас. И вот вышел на перевал, откуда начинался новый путь. Впереди глухо шумела черная тайга, громоздились голые скалы, холодом обдавали душу бездонные пропасти. И остановился я, не решаясь двинуться дальше. И вдруг то ли с земли, то ли с неба донесся до меня благословляющий голос: «Друг мой, иди, ты осилишь дорогу». Этот таинственный голос, помогающий идущему, станет очень важным в жизни Софрона Данилова. Первые шаги в литературу были незабываемыми. Его стихи стали печатать в газетах. А в 1939 году известная певица Анна Егорова исполнит песню на его стихи «Споем, друг мой». Писатель считал, что это был самый яркий успех. Нескончаемая радость наполнила его душу, но очень скоро будущие творческие планы изменила начавшаяся война. Софрона призвали в армию сразу в 1941 году. Всех новобранцев повезли в Новосибирск и Иркутск на военную подготовку. Прослужил он недолго, и по причине болезни его демобилизовали. По возвращению домой он поехал работать в школу села Токко Алекминского района. Думаю, что сам Господь Бог сберег его для развития якутского языка и литературы, для творчества, которое должно было принести благодатные плоды. Все наши планы рухнули. Началась война. В тот день нам было не до шуток. И вдруг Вася предложил: «Давайте, ребята, посадим на нашей поляне лиственницу. Пусть она ждет нас. Мы обязательно вернемся. А в тот год, когда кончится война, 3 июля, куда бы нас ни занесла судьба, где бы мы ни были, мы все равно должны прийти сюда. И даже если в живых останется только один из нас, он придет сюда в этот день». Так мы решили и встали, взявшись за руки вокруг лиственницы. Ее мягкие ветки обняли нас. В годы войны Софрон Данилов полностью перешел из поэзии на прозу и начал писать рассказы на темы, волнующие его поколение. Незадолго до Великой Победы в жизни будущего писателя неожиданно появилась муза. Софрон Петрович и Мария Егоровна – это отдельная история. Я думаю, что тут можно и роман написать. Когда молодая Маша однажды пошла в библиотеку имени Пушкина, и когда поднималась по исторической лестнице, и там спускался молодой Софрон Данилов. И вот они встретились взглядом, сразу вот друг к другу симпатию почувствовали. Это мне рассказывала Мария Егоровна. Они познакомились, полюбили друг друга, и они вместе жили до конца жизни Софрона Данилова. А ведь могли пролететь друг мимо друга, как две пылинки во Вселенной. Но судьба подарила им шанс остановить взгляд, который решил раз и навсегда всю их дальнейшую жизнь. Это была очень счастливая многодетная семья. У них родилось 6 детей, 5 девочек и 1 мальчик. И вот все дети, благодаря усилиям папы и мамы, стали очень образованными людьми.
вся жизнь была, в общем-то, при них яркой. И я считаю, что мы, в общем-то, очень счастливая семья. Папа же был очень семейный человек. Ну, они ходили часто в кино. Под ручку в кино, под ручку в магазин, под ручку в гости. Мы понимали, что это совершенно неординарный человек, что это явление. И тогда я уже четко понимала, что вот такого, как наш папа, это нужно еще поискать. Первый роман «Бьется сердце». Конечно, мне кажется, что это наиболее и лучшее произведение. Роман «Бьется сердце» стал знаковым в творчестве Сафрона Петровича. В 1967 году он получил за него государственную премию ЯССР имени Платона Аюнского в области литературы и искусства. Позже, в 1985 году, за романы «Красавица Амга» и «Бьется сердце» он будет удостоен государственной премии РСФСР имени Максима Горького. Каким должен быть истинный учитель? Это главный вопрос, который волновал Сафрона Петровича в романе «Бьется сердце». Писатель не понаслышке знал все, что происходило в стенах учебных заведений, а супруга Мария Егоровна тоже была педагогом. Поэтому роман он посвятил ей, близкому другу и соратнику. Я прошу вас только об одном – говорить только правду. Я не люблю пересудов и перешептываний из-за угла. Со мной надо говорить открыто, глаза в глаза. Если вас что-то не устраивает или с чем-то вы не согласны, то лучше сказать об этом прямо в лицо. Я вот помню, когда была маленькая, значит, начался издаваться его роман «Пока бьется сердце», «Сюрах Теверн Тухай». И вся, значит, каждая якутская семья ждала выпуска журнала «Хотугус Улус», «Полярная звезда», потому что там описывался не только вот гражданские, значит, времена гражданской войны, но и то, как зарождается интеллигенция, советская, якутская интеллигенция, это в далекие 60-е годы. И этот учитель Аласов, например, мне кажется, образ этого учителя Аласова наложил отпечаток, значит, ну, как бы сказать, этот образ оказался таким притягательным, что очень многие молодые якутские парни и девушки стали учителями. И они как бы уже стали основой нашей якутской интеллигенции. А ведь этому положил начало Сафрон Данила. И не только это. Он вообще был очень таким писателем, который притягивал общественность своими романами, повестями. Как только роман был переведен на языки народов России и вышел из печати, то посыпались письма из всех концов многонациональной страны. До чего же правдиво, точно отражены события. Ой, как нужны подобные произведения, читая которые, кажется, что легче дышать. Хочется не только пожать вам руку, а низко поклониться за ваш труд. Учителя готовятся к читательской конференции. По вашей книге «Бьется сердце». Здесь равнодушных быть не может. Дорогой Сафрон Петрович, прилетайте к нам на Урал. Нам очень нужна встреча с вами. Вчера закрыла последнюю страницу вашего романа «Бьется сердце». Хоть и написан на ней конец, но по логике вещей это только начало, продолжение которого вы предоставляете додумать нам, читателям. Давно я не встречалась с такой умной, выстраданной, написанной от самого сердца и сознанием дела книгой. Спасибо вам за те часы раздумий, которые вы доставили. Не зря говорят, что 60-е и 70-е годы прошлого века для якутской поэзии и прозы были золотым периодом. Именно в это время начался процесс возвращения наследия классиков якутской литературы.
Мне очень горько. А на это я имею очень много, мы знаем очень много фактов. Мы недооцениваем свою литературу, свое искусство. И этот отголосок этой недооценки было слышен и сегодня. Между прочим, якутскую литературу братские народы Советского Союза оценивают очень высоко. Я вам прямо скажу, таких писателей, как Кулаковский, Сафронов, Неустроев, у многих народов не было до революции. Вот мне говорил Владимир Соловухин, переводивший Кулаковского. Он переводил с многих языков. Он знаком со многими литературами. Он просто удивлялся, как мог родиться такой поэт дореволюционной России, у которой не было традиции литературной. Но ведь поймите, товарищи, был иркутский поэт Анатолий Ольхон, который переводил, не заключив никакого договора, только, как говорят обычно, по велению сердца, всего Кулаковского перевел. И пишет: «Мне страшно от этого гения. Пройдет время, мы будем гордиться, что жили в одно время с Мординовым, Сипсевым, Урастыром». Братья Семен и Сафрон Даниловы для своего не столь легкого времени были истинными духовными лидерами родной республики. Он, наверное, был человеком для системы наиболее значимым. То есть всегда для того, чтобы что-то сохранилось, как это вот сейчас происходит, нужен человек не просто лидер политический, а лидер идеологический. Человек, который возглавил бы и задал нормы поведения. С моей точки зрения, я не знаю, насколько со мной согласятся, но то, что было вот с республикой, то, что было с народом Саха, это во многом его заслуга. Он выступил тем человеком, который как-то сосредоточил в разумном именно, в логичном, он собрал воедино вот эту вот все-таки историю. Почему и сохранились у нас республики на сегодняшний день? Татарстан, Башкортостан, Республика Саха. И не разрушить это сейчас главная задача. И когда, выбиваясь из сил, падал я, прижимался к земле потемневшим лицом, снова и снова слышал твой голос. Друг мой, не сворачивай с честной дороги. Иди, да пребудет с тобой моя любовь. И я наливался силой и волей, точно бы пригубил живой воды. И отступала усталость, и светозарились мысли, словно весеннее небо. Этот голос помогал Сафрону Петровичу так же, как и Мария Егоровна, которая была его единственной музой и путеводной звездой. В одном из писем писатель признается: «Все, что хорошего я сделал в жизни, все было связано с тобой. Все, что я начинал писать и торопился закончить, это для того, чтобы порадовать тебя». А Мария Егоровна в знак светлой памяти продолжает публиковать произведения писателя и воспоминания о самом дорогом ей человеке. Многие личные вещи писателя хранятся в музее села Мытах, где родился Сафрон Петрович. За этим письменным столом он неспешно размышлял и обрекал в слова свои мысли и чаяния. В этих стенах особая атмосфера добра, любви и творчества. Братья Даниловы всегда были вместе, и сейчас они тоже рядом, в этом музее, где представлен их жизненный путь от начала до конца. Два брата – поэт и писатель. Они как два крыла одной птицы, смелой, свободной, полной сил и энергии.
Поистине им удалось совершить невозможное – сдвинуть с места корабль, застрявший во льдах истории. И ради одной цели – открыть российскому читателю мир якутской литературы. Это был своего рода нравственный подвиг братьев Даниловых. Билин тахымга, Сахарин тахымаден, Бурятия тахымаден, Казахстан тахымаден сох. В литературе нет понятия местечковости. Всесоюзный уровень. В литературе есть только один уровень – общесоюзный. Нет такого принципа «сопливое да свое». Наши произведения по своему уровню и таланту должны быть не хуже, чем у российских писателей. Ситуация, которая сложилась в течение 20 лет, когда произведения якутских писателей и поэтов переводятся на языки других народов, печатаются и читаются многонациональной страной, говорит о многом. В качестве примера могу вспомнить Курилова с Ханидой и Халерха, поэзию Семена Данилова, Леонида Попова, Ивана Гоголева и прозаиков. Их творчество на уровне страны считается ярким явлением в литературе. Чтобы добиться успеха в литературе, есть единственный путь – путь таланта и честного отношения к выбранному пути. По-другому в литературу не приходят. Со дня выхода в свет романа «Бьется сердце» прошло 50 лет. Уже в наше время в школе поселка Пригородный мы встретили молодого учителя якутского и английского языков, а также истории и культуры Якутии. Зовут его Иван Андреев. В его жизни Сафрон Петрович Данилов сыграл особую роль. С именем Сафрона Петровича Данилова я познакомился в школе своей, Токинской средней общеобразовательной школе, интернат. Там в свое время Сафрон Петрович Данилов работал учителем. И вот тот образ, который он написал в своем романе, образ идеального учителя, в какой-то мере, наверное, тоже повлиял на мое видение профессии учителя. Поэтому вот образы из того романа всегда вот у меня перед глазами, когда я вот захожу в класс учить детей, когда я вот работаю в коллективе. После окончания университета Иван Андреев осознанно решил поехать на родину Сафрона Петровича, чтобы понять для себя, как из одной семьи вышли в мир народные писатели. Благодаря этим моим коллегам, опытным коллегам из Мутахской школы, Джигимдинской школы Сафрона Данилова, мне удалось вот войти в пятерку финалистов профессионального конкурса «Учитель года республики». Произведения вот таких великих писателей, как Сафрон Петрович Данилов, они затрагивают не исторический момент, а чувства человека, эмоции, мысли, да. Все это всегда будет, пока есть школа. Все эти проблемы, которые описываются в этом романе, они актуальны сейчас. И образ идеального учителя, он как-никак очень актуален в современном обществе. Вот. Учитель должен стремиться к этому образу Аласова. Я сделал вывод, что люди там живут, не отрываясь от традиций своих. Сама природа учит людей, которые там живут, воспитывает в них эстетический вкус, наверное. Вот. Поэтому выходят такие великие люди. Живое и искреннее слово писателя, вдохновляющие строки поэта. Их общие идеи и мысли не ушли в небытие, а продолжают жить и волновать сердца нового поколения. Они всегда будут показывать путь тем, кто размышляет, ради чего он пришел в этот прекрасный и удивительный мир.